Через пару лет нации закатили мне пулю. Я немного повалялся в госпитале, а потом получил месяц отпуска и поехал домой. Вита, я тут! Джо! Хе-хе-хей! С возвращением, старик! Как ты узнал? У меня свои источники. Ну что, поехали? Ничего, тачка. По штату положено. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Вот и он, Empire Bay. Колись, скучал по нему? Ну, а ты как думал? Не скажу, что тут прямо рай на земле, но где угодно лучше, чем в окопе. А что с погодой творится? Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года 2? Почти 3. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже газеты читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Да, я знаю. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли, есть такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало, я про него слышал. Правда? А то! Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, считай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял. Да уж, а тебе, говорят, дали медаль. Ага, сам потом вручал. Так ты настоящий герой войны. А потом что? Трахнул пару сицилийских телок и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать все, что движется, и всем плевать. Какая страна? Ну, за Соединенные Штаты и за возвращение. Салют. Салют, Чинтани. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Стой, погоди, ты что, обратно уедешь? А ты как думал, война еще не кончилась? Ты ведь туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь. Минутку, подожди-ка. Эй, Джузеппе, это Джо. Помнишь, на той неделе ты мне помог? Имя? Имя надо. Вита Скалетта. Спасибо, Джузеппе. Ладно, до встречи. Так, слушай меня. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой, ты что, ты... Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра. Когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно? В случае чего сидеть-то мне, сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Всегда пожалуйста. Коммунофратте, ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти? Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Приехали. Да, спасибо. Сдачу не надо. Привет, какие новости? Как дела, солдат? Я дома, так что все отлично. Вито! Говори, отпусти его! Так, мы сейчас вернемся. Черт с вам! Никуда он не пойдет! Надеюсь, это наш. Конечно, наш.
Привет, мама. Я вернулся. Вита, сынок, ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, как дела? Иди сюда. О. Садись. Ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Зуппа ди полло. Тебе полезно. Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да, да. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. Venici, signore, cominciare che vado unta. Stiamo ricevendo provvide pure piacere che non hanno. Тебе нужно отдохнуть. Твоя комната ничуть не изменилась. Ну, увидимся утром. Спи крепко, бомбино мио. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но мне Джо с этим помог. Джо, ты опять хочешь попасть в беду? Мама, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Нет. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Дио. А мне плевать. Простите. Мне плевать, Мы хоть найдем юбку деньги. последнюю Обещаю. продайте. Что тут происходит? Не лезь не в свое дело, дебил. Да ну. Да? Пойдем, малыш. Я отведу тебя в школу. О, как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня слабо, а? Пожалуйста, ты делаешь только хуже. Не надо. Что ты делаешь? Вима, прошу, не впутывайся. Эй, мать твою, Знаешь что? Вали отсюда нахрен! вы пожалеете. Вы оба пожалеете. Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? Черт! А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто этот тип? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита. Мы справимся как-нибудь. Не бойся. Я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вита. Береги себя.
Как-то надо нарыть 2 штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Простите, мэм, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Не нравится? Пусть ищет другое жилье. Я не вовремя? Нет, совсем нет. Заходи и поговорим. Вот же свинья. Я подцепил этих тёлок по пути домой из бара. Я тебя ждал. Так, девочки, закругляемся. У меня дела. Заходите завтра, продолжим с того же места. Топ-топ. Джой, ну ты что? Может, мы все вместе повеселимся? Веселье закончилось, крошка. Я сказал потом. Мы с Витой очень давно не виделись. Сколько всего надо обсудить. Похож ты молодцом, Джой. Неплохо. Я тебе скажу, эта испаночка что-то с чем-то. Ну как дела дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. За 3 года ты заработал на всю эту роскошь? Скорее за 3 месяца. Только-только все обставил. 3 месяца? Твою мать. Связи нужны, вот и все. А у тебя они уже есть. Меня-то ты знаешь. Так ты подумал о том, чем заняться? Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет. Не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал о том, чем займешься после возвращения? Эй, слушай, а можно... Что? Сесть за руль? На дорогах гололед, а ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Это же не танк, это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. При чем тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... неважно. За руль пустишь или как? Ладно, вот ключи, только осторожней. Значит так, в такую холодрыгу надо газку поддать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знаю. Хорошо, теперь направо. Потом езжай пока прямо. Эй, полегче, помедленнее, а? А то на ровном месте заметут. Ну же, люди, езжайте.
Эй, Вита, знаешь, что сегодня за день? День как день, откуда мне, блин, знать? День, когда ты станешь автовладельцем. С радостью, только не на что. Кто сказал, что надо платить? Слушай, а ты не шутил. Тебя и правда научили водить. Хоть что-то хорошее от этой войны. Ух ты! Только глянь на эту цыпу. Отлично. Джефферсон 42. Красивая какая, прямо стыдно окно выбивать. Лучше подбери себе отмычки у Джузеппе. Добро пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него, как в Греции, есть все, даже липовые разрешения на оружие и увольнительные для тех, кому надоело воевать. Эй, Джузеппе, я Привет, тебе Джо. клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Это Джузеппе, лучший медвежатник в Эмпайр Бэй. Отставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы. Та еще морока была, но готовы. Ну, спасибо. Это и правда выгорит? Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Видишь, что я говорил? Вот деньги. Бери бумаги, Вита. Еще нужен набор отмычек. Это да. И угадай, кто их купит. Грация. Можешь проверить прямо здесь. Вот, держи замок. Надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки. Берешь ключ и зажимаешь крючки по одному. Когда отведешь все крючки, поверни ключ, и замок откроется легко. Дьявол. До встречи, Джузеппе, сея Бенедика. Легко, Чао, да? Вита. У тебя получится. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду. Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблен. Ну тогда это твой шанс. Возможно, угонщик. Жми на газ! Вас понял. Тут машину угоняет, преследую. Так это еще не конец! Ясно. Брось их, быстро! Ладно, вроде мы ушли. Ну и как тебе тачка? Неплохо. Пожалуй, возьму. Ладно, давай поищем мастерскую. У них специальный сервис есть. Самое топ. Эй, за это ж платить надо. Не переживай, я все устрою. Да найди любой сервис. Я знаю ихнего хозяина. Вот, поставь прямо перед дверью гаража. Ага, а теперь посигналь. Ай. Так, чем могу помочь? Новые номера для тебя не вопрос. Мы ее малость подкрутили.
Ищешь новые колеса? Выбирай, приятель. В любой покрасим. Покрасим в любой цвет. Выбирай. В любое время. Отлично, теперь познакомим тебя с Майком Бруски. Может, у него работа будет. Ладно, где он? У него тут свалка на Риверсайде. Не пропустишь. Эй, а это что за парень? Какой? Парень в мастерской. А, Томми, племянник одного кореша. Он типа тихоня, но скажу тебе, танцует как зверь. Пару недель назад видел, как он пляшет в старом клубе в Остербей. Все тёлки с ума сходят. Я что, слышу намек на зависть? Ты шутишь? Мне-то зачем танцуют? Я же обаятельный. Ты слушай, как я девок снимаю, а то так и будешь сам с собой ночами дрыгаться. Например, у тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу у тебя в трусах. Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Т и Я поставил вместе. Ой, блин, перестань. А вот это верняк. Эй, детка, отличный прикид. Будет круто смотреться утром у меня на полу. И у тебя это работает? Ты знаешь, чем поговорить от поваляться отличается? Нет? Давай поедем ко мне, поговорим. У тебя проблемы, в курсе? Поехали ко мне домой, поиграем в игру. Ты будешь дверь, а я тебя открою. Ну, это позор. Слушай, если у тебя висит 17, с вами можно вообще не заморачиваться. Хорошо, почти на месте. Поверни направо. Вот и свалка Майка. Выезжай через ворота. Глянь, какие! Эй, привет, Майки, какие новости? Фу, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли? Мне ж теперь ванну принимать. Эй, я работаю, а рабочий человек всегда руки замарает. И вообще, я их вытирал. И чем? Той же тряпкой, которой драешь туалет? А, слесарюга? Засохни, ты кто тут, санинспектор? Или ты дела делать приехал? Дела, конечно. Это мой друг Вита. Вита, это Майк Бруски. Не пожимай ему руку, у меня мыла не хватит. Рад знакомству, Вита. Мы с Вита давние друзья. Он только что вернулся из Европы, ему нужны деньги. Так что, думаю, он может помочь тебе с нехваткой запчастей. Я за него ручаюсь. Ага, ладно. Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да. Мне нужны обычные машины, никакой роскоши. С каждой тачки получишь долю. Пригоняй сколько хочешь. Только не притащи копов на хвосте. Если они припрутся, я тебя знать не знаю. Понятно? Ясно. Твою мать, Майк! Ты же мне все пальто залапал! Оно же больше тебя стоит! Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну, истерик. Знаешь, сколько сейчас химчистка стоит? Боже. Да хрена! И еще не факт, Ты очистит ли. заткнешься? Вита, слушай, сегодня мне нужен Вальтер Купе. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать. Каждый раз, когда еду по Хантерс, вижу одну такую у бара, вроде «Одинокая звезда» называется. Это же Нигерский район.
Буду там как прыщ на коленке. Слушай, я дам тебе 3,5 сотни баксов. Стоит того, а? 4. Ладно, идет. Ладно, Вита, давай пошли, андиамо. Все равно я пришлю тебе чек из химчистки. Давай, а я адрес поменяю, болван. Так, слушай, это твой первый заплыв, так сказать. Смотри и не облажайся, ладно? Вот, Вита, держи. На всякий случай. О, класс. Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Конечно, кайфуй. Вот мишень. Целься в ту развалину. Неплохо так, неплохо. Эй, Вита, ну-ка, ты в бензобак попадешь? Там что, бензин остался? Но я знаю анекдот про поляка, но не скажу. А, да, кстати, пошел ты. Ладно, хватит стрелять, работать пора. Хорошо, тогда выезжаем, как приехали, потом по шоссе на запад. Через город не поедем. Здесь направо. Ну и как тебе дома? Хорошо. Но будь я при деньгах, было бы еще лучше. Куда спешить? Знаешь, за деньги счастья не купишь. Убирайся к чертовой матери. Да я тебя просто дразнил. Про бабки не волнуйся. Эта работенка только начало. Скоро будешь в них купаться. Так что, Сент-Айленд все такая же дыра, как раньше? Нет, нет, сейчас не так уж плохо. Хрена себе. Как это может быть? Все черномазые свалили на юг на зиму. Ясно, дыра дырой и осталась, видно. Тебя не было всего пару лет. Этому району нужно куда больше, чтобы измениться. Они там плодятся как кролики. Что поделаешь? Стало даже хуже, чем в детстве. У них там что-то вроде банды родилось. Как их там за ногу-то? Бимеры, букмеры. Хрен их разберет, что это такое. А, зашибись, прекрасно. Звери это! Дурь толкают и друг друга мочат, вот и все дела. Тебя они не тронут. А если полезут, я не зря тебе пушку дам. А, кстати, ты теперь с оружием ходишь? Это еще зачем? Без него в нашем деле никак, особенно в этом долбанном месте. Да, блин, умеешь ты утешить. Ты в курсе? Здесь налево. Я и забыл, какой тут хороший район. Знаешь что, вот буду богат, куплю себе здесь домик. Только день как вернулся, а дом родной ему уже не нравится. Эй, что за наезды? Я просто любуюсь, ну и мечтаю. Когда я себе еще такое смогу позволить? Ха-ха, у тебя бутылка от шампанского, да внутри пива, друг мой. Не волнуйся, я помогу тебе. Вот, вон та кремовая крошка. Осторожней. Сделай все быстро и уматывай. Если придется, выбей окно и вперед. Я буду ждать тебя у Майка. А если будут проблемы? Разберешься с ними. Считай, что это проверка. А провалишься, на фабрике есть рабочие места. Верно, просто спросил. Удачи, кореш. Увидимся у Майка. Ты какого черта там делаешь? А, черт.
Эй! Эй, ты что делаешь, мазафака? Прикрой меня! Сейчас получишь, погородник! Эй, задание выполнено! Как все прошло? Расплюнуть. Вот только машина принадлежала кучке нигеров, и как ты уехал, они тут же попытались меня прибить. Наверное, бомбисты. Хантерс их район. Они несерьезные ребята, так, шпана. Шатаются по улицам, болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. О, мило, без пятен. Чисто. Откуда у шпаны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Ну, хорошо. Сколько я там тебе за нее обещал? 600. Мне нравится твой друг, Джо. Вот тебе твои 4 сотни. Заходи еще, ладно? Снова вместе поработаем. Будь уверен, Майк. Увидимся, Майк. Я скоро снова зайду. Ладно, парни. До встречи. Вот твои 300, остальное мне за посредничество. В следующий раз ты сам по себе. Сойдет. Спасибо, Джо. Ладно, поехали домой. Я устал.
Вита, нам нужно на шоссе. Ну что, работу выполнил и не облажался. Так держать. Да, но мне чуть башку не оторвали. Я что, выжил на войне, чтобы пропасть на Сент-Айленде? Ну такая работа, парень. Что поделаешь? К тому же вряд ли ты еще чему обучен. Наверное, ты прав. Не переживай, все будет проще простого. Так что за тип этот Бруски? Майк полезный мужик. Ворчит много, но всегда какое-нибудь дельце докрутит. В основном с угонщиками. Вроде сидел когда-то, по-моему, с бензоколонками тогда химичил. Ты правда его заставишь платить за химчистку? Не, спущу на тормозах. У меня с ним много общих дел, но и потом нрав у него тот еще. Мы как-то были на скачках, и один ирландец ему пиво на выигрышный билет пролил. Майк его так отделал, что чувак ослеп на один глаз. За десятку. Представляешь? По мне так урод конченый. С ними просто надо уметь вести дела. А я с такими ребятами дела крутил. Майк по сравнению с ними просто душка, увидишь. Эй, тут где-то можно машину поставить? Не хочу красотку на улице бросать. И правильно, так что ставь ее рядом с моей в гараже. На улице прямо стада уголовников. Да, район уже не тот, что прежде, а? Если хочешь есть, жратва в холодильнике. Ты голодный, Вита?